Сначала у меня была паника, шок, я не знала, к кому обратиться, не знала, куда, подошла к дежурному, спросила, есть ли такой, содержится ли у вас мой брат, Качанов Артем. Они сказали, есть, подождите. В общей сложности я жила 3 часа, пока ко мне спустился сотрудник, представившийся одним из следователей. То есть, тогда мне было не до того, чтобы уяснять его должность, фамилию, звание. Тогда он просто сказал, что я один из следователей. И сразу же начал. Вы знаете, что ваш брат убил человека? Я начала, сначала, конечно, естественно, почему вы так говорите, что произошло? Он говорит, так и так, мол, пока у нас доказательств нет, но они будут, поэтому вам тут нечего делать, вы можете идти домой и ждать, пока мы вам сообщим. Он ушел, забрал мой номер телефона, ушел, я осталась стоять, не знаю, позвонила сразу родственникам, маме, потом пошла в следственный комитет, начала спрашивать там. Там тоже долго мне толком никто ничего не объяснял, потому что, не знаю, то ли не хотели, то ли не могли. И в конце концов мне удалось узнать, кто занимается вот этим делом. Оказывается, этим делом, нашим делом занимались 10 человек, 10 следователей, как мне сообщили, что весь отдел работает именно над нашим делом. Я начала узнавать, в качестве кого задержан мой брат. Какие действия с ним производятся, почему нам не сообщили, мне не сообщили, почему он не позвонил, по крайней мере, не сообщил, что его увезли. Сначала мне долго тоже никто не отвечал, потом мне сказали, что это не в их компетенции, то, что сообщать родственникам о том, что задержан человек. Потом мне сказали, что они послали уведомление по почте в поселок, по адресу проживания моего брата, о том, что он задержан, якобы маме. Мне сказали так. Потом, вот когда я там находилась, конечно, 2 дня, вообще не уходила оттуда никуда, только ночью. И когда вот начали приводить свидетелей уже на допросы, конечно, очень удивило, как обращаются как вообще происходит допрос, потому что некоторые свидетели выходили в слезах. Но ребята очень хорошо знали и Сережку, и знают и Тёмку, и поэтому выходят оттуда просто в слезах и в шоке от того, как с ними обращаются, то, что уверяют, что Артём убил Сергея, достал нож, уже все там рассказывается вот так вот, официальная версия следствия. Когда приехала моя мама, то это было ночью, где-то уже, в 12 часу ночи. Она сразу же тоже поехала в отделение полиции, спросила у дежурного, я хочу увидеться со своим сыном. Нам сказали, сейчас вам его выведут. Ждали, буквально больше часа, даже, наверное, 1-1,5 ждали. Снова подошли к дежурным. Его нам как сказали, мы не можем его найти. У нас сразу паника, как не можете найти, это не такое большое здание, где он, что с ним, куда его увели. Нам сказали, подождите, не волнуйтесь. Мы еще ждали, наверное, час где-то. Потом спустился оперативник сонного вида, сказал, что, сразу начал к маме, а вы знаете, что ваш сын убийца, что он сбежал с места преступления, убил и сбежал. Мама сразу, конечно, плохо стало, потом, как обычно, стандартная реакция на такое известие. Тоже спрашивали, мы хотим с ним увидеться, почему нам не дают с ним увидеться, мы хотя бы физическое, психическое состояние его должны увидеть. Нам сказали, что вам сейчас с ним никто не позволит увидеться, во-первых. Вы имеете право, но мы вам не дадим увидеться, вот как нам говорили. На следующее утро, единственный раз, когда я увидела моего брата, это было, когда его выводили из отделения, сажали в машину. Он шел в сопровождении 3 сотрудников. Нас
огораживали от него спинами, но все-таки как-то мне удалось его обнять. И он сказал такую фразу: что мне делать? Мне говорят, что у них все против меня, и я этого не совершал, но мне сказали, если ты не возьмешь, получается, не напишешь явку с повинной, тебя посадят на 15 лет. А если ты подпишешь, тебе дадут условно. Что мне делать? Меня спрашивают. Я говорю, ни в коем случае ничего не подписывать. Как только я это сказала, меня отталкивают от машины, его запихивают и увозят. Мы, соответственно, едем за ними в Следственный комитет. Оттуда его вообще не выпустили получается, до 11 часа его не выпустили. И мы его увидели только тогда, когда его уже сажали в пазик, получается. Тогда я заключила соглашение с адвокатом, у нас был первый адвокат. И вот от него то, что я узнала, то, что мой брат сидит как будто зомбирован. То есть он сидит, повторяет одно и то же. Мне сказали, так будет лучше. Мне сказали, так будет. Вот он просто сидит и повторяет одно и то же. Потом, когда его вывели, мы с ним попрощались. Он сказал мне такую тоже фразу: еще увидимся, мне сказали, так будет лучше, все. Со своей стороны Общественная палата и наблюдательная комиссия по надзору за правами человека в местах лишения свободы, мы будем пытаться контролировать и все приложим максимальные усилия для того, чтобы в этом деле соблюдалась справедливость при расследовании этого дела. Чтобы когда материалы этого дела попадут в суд на рассмотрение, то там были объективно собранные материалы. А если следствие предоставит документ и другие материалы, то чтобы у суда была объективная картина, каким способом и каким образом были собраны вот эти материалы. Мы, конечно, считаем, что доказательства собраны с нарушением следствия, они не должны рассматриваться в суде. И если человека, конечно, сейчас подтвердится, что его не кормили столько времени, не давали ему спать и применяли воздействие, но пусть суд уже оценивает вот эти доказательства и их правомочность. Будем стараться хотя бы на примере одного дела пытаться в целом заставить систему показать, что общественность контролирует законность собирания доказательств следствием. Со своей стороны скажу, как председатель наблюдательной комиссии, много жалоб приходят от лиц, которые содержатся под следствием, либо от лиц, уже которые осужденные, отбивают наказание, о том, что к ним во время следствия применялись не только вот такие даже мягкие, можно сказать, пытки, а даже прямое физическое воздействие. Таких фактов очень много. И в то же самое время можно отметить, что реагируют очень слабо органы на эти факты. Почему-то суд всегда считает, что сотрудники всегда правы, а виновная сторона, она всегда в качестве оправдания всегда обманывает. Хотя в этом деле есть две заинтересованные стороны, как и задержанные, так и органы следствия или дознания.